Друзья, у нас сегодня спецвыпуск. В этом спецвыпуске этот спецвыпуск мы посвящаем полностью разговору с послом Украины в Республике Молдова господином Марком Шевченко. С господином послом мы поговорим о том, как эти 2 года полномасштабной агрессии России против Украины повлияли на наше общество, трансформировали взаимоотношения Молдовы с Украиной, ну и об отдельных политических событиях, которые происходят в Республике Молдова сейчас, не без участия Российской Федерации, страны-агрессора, которая ведет полномасштабную войну против Украины и гибридную войну против Республики Молдова. Господин посол, приветствую вас. Добрый день. Рад вас видеть опять у нас в эфире «Цены свободы». Господин посол, 2 года войны, полномасштабной войны, потому что тут правильно называют, потому что 10 лет идет война фактически, да, 2 года полномасштабной войны, которые ощущает не только Украина, практически все. И хочу начать сразу с такого вопроса. Как они трансформировали взаимоотношения наших 2 стран, если вы могли так охарактеризовать это? В принципе, на самые простые вопросы, как правило, требуется самый развернутый ответ. Но если попытаться ужать его до 1-2 предложений, я бы сказал так, что 2 года полномасштабной войны убрали все наносное из двусторонних отношений, кристаллизировали реальные наши интересы, кристаллизировали наших друзей и союзников. И в связи с этим мы очень довольны тем, что Молдова оказалась на правильной стороне истории. Молдова оказалась в том же лагере, что и остальные наши друзья и союзники. Вот это очень, несмотря на то, что простой ответ, но очень емкий и очень важный. И тут важно понять, как дальше сохранить эти взаимоотношения, особенно учитывая те усилия, которые предпринимает Россия в Республике Молдова по дестабилизации страны и попытках смена руководства, где насильственным путем или выбором. То есть, насколько Украина отслеживает эту ситуацию в Республике Молдова и усилия России, которые она предпринимает, мы видим, да, с привлечением Гагаузии, с привлечением Приднестровья, и не только Гагаузии и Приднестровья, различных пророссийских сил в нашей стране. Естественно, что последние 10 лет, которая длится агрессия России против Украины, и последние 2 года из них, когда эта агрессия трансформировалась в полномасштабную войну, мы необычайно внимательно отслеживаем все, что касается активности России, в первую очередь вокруг Украины. И это абсолютно естественно, когда Россия пытается реализовать те или иные проекты, те или иные шаги в отношении Молдовы, это также вызывает пристальный интерес со стороны Украины и государственных структур, и экспертов, и гражданского общества. Ну хорошо, а как нам этому всему противодействовать? Какую угрозу вы в этом видите, скажем так? Ну, естественно, что когда страна находится в режиме абсолютно открытого военного противостояния, причем цена проигрыша этого противостояния означает существование или прекращение существования государства. А в нашем случае, если государство прекращает свое существование, это означает, что и украинцы как нация смогут сохраниться, как правило, только в эмиграции, особенно если взять во внимание существующий политический режим в России, и беря во внимание тот режим, и не только политический, который Россия вводит на, подчеркну, временно оккупированных территориях Украины. Те чистки, которые мы не можем назвать этническими только через отсутствие юридически доказанных шагов. Ни у кого нет сомнения о том, что там производятся в том числе этнические чистки, просто пока еще недостаточно собрано доказательств для того, чтобы это доказать это юридически. Но я возьму на себя смелость и назову это чистками. И поэтому, находясь в таком режиме вот уже 2 года, когда ужасы Бучи, мы точно знаем, повторяются в каждом оккупированном городе, каждом временно оккупированном селе,
было бы необычайно легкомысленным не отслеживать то, что пытается делать Россия в соседних с нами странах, особенно таких важных для Украины, как Молдова. Хорошо, какова цель? Как бы мы прекрасно понимаем, что у нас защищает сейчас Украина, да, и пока Украина держится, украинская армия, вооруженные силы Украины, скажем, удерживают, сдерживают натиск России, то Молдове в данном случае ничего не угрожает, да, вот Кроме какова внутренней цель... дестабилизации. Да, какова цель России в Украине, как вы это видите? Извините, какова цель России в Республике Молдова в контексте вот этой вот полномасштабной агрессии, которую она ведет против Украины? Я бы сказал, что цель России в Молдове ничем особенно не отличается от целей, которые она преследует в Украине, за малым исключением, за исключением инструментария. Россия, прежде чем открыть полномасштабную войну, Россия пыталась достичь своих целей в Украине и политическими инструментами, и экономическими, и гибридными инструментами. И когда по очереди все эти инструменты не сработали, когда пророссийские политические силы потерпели в Украине крах, в том числе вследствие оккупации, временной оккупации Крыма, поскольку просто физическое количество людей, которые голосовали за пророссийские проекты в Украине, после этого резко уменьшились, и они потеряли любые шансы привести к власти пророссийские силы через демократические выборы. Именно после того, как все остальные инструменты показали свою несостоятельность в Украине, Россия перешла к прямой военной агрессии. В Молдове, я так понимаю, что Россия еще имеет надежду попытаться достичь своих целей существующими инструментами, через гибридные нападения, через влияние на политические силы, через работу с отдельными политиками, общественными организациями, политическими силами, масс-медиа, через работу, через влияние на общественное мнение. И поэтому с этой точки зрения Россия еще, судя по ее действиям, сохраняет надежду на успех. Другое дело, насколько она обоснована, эта надежда, но это вопрос оценок. Вы не хотите дать свою оценку? Мне кажется, что пока она не справляется. Пока она не справляется, ну и слава богу, надеемся, что так и будет и дальше. Что касается вот этого регионального фактора, Приднестровье, Гагаузия, как вы оцениваете, ну, во-первых, начну с Приднестровья, вот этот вот съезд, так называемый съезд депутатов всех уровней, с вашей точки зрения, для чего он был сделан? И что это вообще? Это усилия Москвы или какие-то внутренние разборки в регионе? Я бы начал с того, что после того, как Россия открыла свое истинное лицо 2 года назад, после того, как Россия начала неспровоцированную агрессию против внеблокового государства, а Украина до сих пор является внеблоковым государством, мы хотим интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, но нас там еще нет. Поэтому мы еще с формальной точки зрения остаемся внеблоковым государством. С тех пор, когда Россия начала реализовывать по отношению к Украине те меры, которые мы все видим, результат которых мы все видим, она очень серьезно подорвала позиции своих пророссийских сил во всем мире. Если мы посмотрим на Европу, все силы, все политические силы, общественные силы, отдельные деятели, которые, ну скажем так, дружили с Россией, пытаются либо дистанцироваться, либо занять позицию не все так однозначно. Одним словом, они пытаются так медленно, но отползать от прямой ассоциации с Кремлем. Потому что это очень бьет по имиджу. И не только по имиджу. И, скажем так, очень многие деятели и силы во всем мире, оставаясь по сути привязанными к Кремлю тем или иным способом, но пытаются выступать с позиции нейтральности, с позиции равноудаленности. Там, в Европе, там, в Восточной Европе, некоторые из них пытаются говорить, что они за евроинтеграцию и даже за работу в рамках НАТО, но при этом, может быть, не так быстро, может быть, нужно тщательнее
вести переговоры, чтобы более качественно отражать национальный интерес своей страны, ну и так далее. То есть они отказались в своей массе, пророссийские силы отказались от то, что называется такой прямой ассоциации с Москвой. Это слишком вредно, слишком невыгодно. Пытаются выступать, продвигать промосковский интерес, пророссийский интерес с позиции нейтральности, равноудаленности, не все так однозначности и тому подобное. Если мы говорим о съезде, то мы помним, какая была достаточно серьезная шумиха в прессе накануне съезда, какие высказывались мнения, прогнозы и так далее, и так далее. В результате мы увидели одобренную резолюцию на съезде. Была принята декларация, в которой описывается то тяжелое состояние, в котором оказалось Приднестровье, ее экономика и предприятия. И высказана просьба, и обращена просьба оказать дипломатическая помощь России. Вот это вот слово «дипломатическое», оно как раз очень четко показывает, что и депутаты Приднестровья понимают, что просто помощь России, она может привести к нежелаемым, в том числе для них, результатам. И они подчеркнули, что им нужна помощь именно дипломатическая, а не там, военная или какая-то другая. И это очень обнадеживающий фактор. Мне кажется, что приднестровские депутаты, они достаточно хорошо понимают, в каком мире они теперь живут. Они понимают, что да, ситуация изменилась, правила игры изменились. Украина очень четко поддерживает усилия Молдовы и в направлении евроинтеграции, и в направлении реинтеграции страны. И даже я в своих интервью не один раз говорил о том, что лучший выбор для Приднестровья – это начать активный диалог с Кишиневым, чтобы интерес Приднестровья учитывался как можно больше во время переговоров в рамках процесса европейской интеграции. В противном случае, если эти переговоры, если Приднестровье будет дистанцироваться, то условия, на которых произойдет реинтеграция, будет гораздо жестче, потому что у Молдовы будут связаны руки. Молдова сейчас начинает переговоры по евроинтеграции. Молдова сейчас будет говорить о сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, экологии, энергетике. Будет выторговывать максимально возможные хорошие условия для себя в отношении Европейского Союза. И для Приднестровья было бы выгодно, чтобы в позиции Молдовы учитывалась и позиция Приднестровья в этом связи. Если Приднестровье будет продолжать держать дистанцию от этого процесса, в конечном итоге оно будет выжжено, ее интересы Кишинев не будет учитывать во время переговоров за Брюсселем, и, соответственно, Приднестровье кажется в гораздо более тяжелой ситуации, чем сейчас. Потому что Украина от своей принципиальной позиции не отойдет. Украина продолжает считать, что Республика Молдова должна существовать как территориально целостное и суверенное государство. Приднестровье является составной частью Республики Молдова, которая может иметь свой особый статус в результате определенных переговоров с Кишиневым. И, как мы видим, влияние России в этой связи имеет тенденцию к уменьшению. Я более чем уверен, что по мере того, как ситуация на линии фронта будет улучшаться для Украины, то влияние России будет измеряться еще меньшими величинами. Поэтому так или иначе, но прогресс не остановить, движение в сторону Европы не остановить, нужно просто занять место в этом поезде и начать работать. Да, достаточно тяжело работать, чтобы приехать в станцию под названием Европа в наиболее благоприятных условиях. А то, что произошло на съезде, мне кажется, это была попытка, ну, скажем так, это тактическая попытка, по моей личной оценке,
тактическая попытка получить немного денег на преодоление тех трудностей, которые возникли у приднестровских предприятий после введения нового таможенного кодекса. Потому что так или иначе, новый таможенный кодекс уже вступил в силу, и лично я в данный момент не вижу никаких перспектив по откату назад. Вы тут задели несколько моментов, да, то есть как бы в таком длительном монологе. Задам несколько уточняющих вопросов. По поводу статуса Приднестровья. Вы сказали, что Украина призывает Молдову учитывать интересы Приднестровья, в том числе в процессе европейской интеграции. С другой стороны, призываете Приднестровье быть более активным в этом процессе для того, чтобы их интересы были учтены. Вы говорите также о статусе, каком-то статусе в вопросе реинтеграции. О каком статусе идет речь? Если вы можете раскрыть скромно. Для Украины не имеет значения, какой статус будет иметь Приднестровье. Для Украины важно, чтобы Приднестровье в результате диалога с Кишиневым выработало определенный статус в составе Республики Молдова. Как он будет называться, для Украины значения не имеет. Важно, что это будет согласовано, что с этим будет согласен официальный Кишинев, что с этим будет согласен Тирасполь и жители Приднестровья, и что с этим будет согласен молдавский народ. Это самое главное. А как называться будет? Автономия, федерация, конфедерация, специальный статус? Для нас не имеет никакого значения. Та переговорная площадка, которая сейчас нарабатывается, да, вырабатывается 1+1, ну, грубо говоря, получается Тирасполь, Кишинев. Каковы у нее перспективы, с вашей точки зрения? Мне трудно сказать. Главное, чтобы и Кишинев, и Тирасполь считали эту площадку достаточной и необходимой. Каковы они перспективы, мне трудно сказать, зависит от того, как к этому будут относиться и Кишинев, и Тирасполь. Тогда задам другой вопрос. Вы в будущем, я так понимаю, полностью исключаете какое-либо участие России в этом вопросе урегулирования Приднестровского вопроса? Украина полностью исключает свое участие в формате, где присутствует Украина, где присутствует Россия. Ну, а, соответственно, да, тут выводы пускай делает каждый, да, потому что, да. Господин посол, чтобы вы меня правильно поняли, чтобы не разобрали на цитаты, неправильные цитаты, я скажу чуть более точнее. Украина не считает существующий формат 5+2 функциональным по причине того, что там присутствует Россия, которая потеряла доверие и возможность выступать в качестве посредника и гаранта. Спасибо за уточнение, господин посол, извините. Вы подчеркнули, и это с моей точки зрения очень важно, что в Тирасполе по итогам этого съезда попросили от России каких-то дипломатических мер, да, или дипломатической поддержки в этом вопросе. Лавров уже в Анталии об этом заявил, дипломатически поддержал. Да, все мы это видели. Но, и, кстати, обращу внимание на то, что никто, во всяком случае, я не видел, чтобы кто-то из Тирасполя поехал в Москву и просил как бы лично кого-то из руководителей России помочь, да, или предпринять какие-то дипломатические меры. Но в то же самое время мы видим совершенно другое в Гагаузии. Почему-то руководство Гагаузии посчитало нужным поехать в Москву и встретиться с Валентиной Матвиенко, главой Совета Федерации России, да, и попросить там о какой-то помощи. Может быть, потому что Гагаузия уже имеет определенный статус в составе Молдовы. Вот, кстати, вот об этом хотел бы. Почему так происходит? Потому что Приднестровье, все эти 2 года мы как бы не видели каких-то громких заявлений из Тирасполя, гораздо более громче кричала Гагаузия. Как вы это расцениваете, господин посол? По моему личному мнению, это означает, что это демонстрирует смену акцентов, в том числе со стороны России, в отношении Приднестровья и Гагаузии. Россия прекрасно понимает, что между двумя регионами, между Приднестровьем и Гагаузией, разница является в том, что Приднестровье не имеет никакого статуса, и оно гораздо более подвержено всевозможным рискам. Оно более уязвимо. В силу своей непризнанности и в силу своей географии. Да. Начиная те же поставки газа, которые идут через территорию Украины, и которые в конце этого года, я так понимаю, «Газпром» закончит эти поставки. И поэтому Приднестровье, да, оно сейчас, так скажем так, не на острие большого внимания со стороны России.
А вот Гагаузия, которая является очень видимым внутренним игроком в Республике Молдова, потенциал Гагаузии по, скажем так, по влиянию на ситуацию в Республике Молдова гораздо выше. Поэтому отсюда и повышенное внимание со стороны российских властей в отношении руководства Гагаузии в данное время мы наблюдаем. То есть является ли эта попытка каким-то образом использовать Гагаузию для дестабилизации ситуации изнутри и для подрыва ситуации изнутри? Мне трудно сказать, я не исключаю такого. Я хотел задать этот вопрос вначале, но вот давайте представим себе такой, ну, наименее вероятный и самый нежелательный сценарий, да, который возможен вообще, скажем, в этом году. Потому что у нас в этом году выборы, в следующем году парламентские выборы, да, и, скажем, при этом нежелательном сценарии к власти приходят пророссийские силы. Как это может сказаться на взаимоотношениях Молдовы с Украиной? Ну, вряд ли они улучшатся. Говоря дипломатическим языком, чтобы меня не обвинили в попытке влиять на выбор молдавского народа и в попытке, как же это по-русски, вмешательства во внутренние дела, я скажу так, иносказательно. Друг моего друга является моим другом. Да. Но кем является друг моего врага? Для меня. Как вот я, как посол Украины, нередко получаю приглашение от нынешнего руководства Гагаузии посетить те или иные мероприятия и в Камрате, и в других населенных пунктах. Вот как я должен относиться к этим приглашениям, зная, что рядом со мной будет сидеть посол Российской Федерации? Ну, это совершенно очевидно, но я, честно говоря, не понимаю, почему они продолжают присылать эти приглашения. Ну, сейчас уже в последнее время не присылают, потому что мы передали достаточно ясный и четкий сигнал о том, что у меня нет возможности посещать мероприятия, где меня будут где меня будут вынуждать сидеть рядом с послом Российской Федерации. Более того, мне очень сложно представить какое-либо сотрудничество с регионом, чье руководство публично призывает укреплять дружбу и сотрудничество с Российской Федерацией, которая, как известно, развязала не просто войну, а осуществляет геноцид и этнические чистки на оккупированных ими территориях Украины. Мне очень сложно представить, как это вообще может помещаться в головах. Сегодня призывать изо всех сил дружить с Россией, а завтра приглашать посла Украины на мероприятие в Камрат. Да, это отсутствие последовательности, но более того, это, с моей точки зрения, четко обозначает позицию. Я пытаюсь изъясняться дипломатично. Да, я понимаю. И вмешиваюсь в внутренние дела, и не давая оценок молдавским политикам. О ситуации в самой Украине, да, мы видим в последнее время участились обстрелы, особенно Одесской области, юга, да, как вы это объясняете? Почему Россия так усиленно обстреливает именно этот регион сейчас? Во-первых, должен сказать, что Россия обстреливает те регионы, где она чувствует, что может прорваться. Ну, имею в виду прорвать оборону. В данном случае противовоздушную оборону. В последнее время, не являясь военным экспертом, я плохо понимаю логику планирования военных ударов со стороны России, кроме самых общих подходов. Но подозреваю, что после многих попыток прорвать противовоздушную оборону вокруг Киева или тех или иных важных инфраструктурных объектов, Россия поняла, что это невозможно. Или, скажем так, что результат не отвечает затратам. Потому что было слишком много случаев, когда украинское ПВО, благодаря нашим союзникам, вооруженные передовыми противовоздушными системами,
добивалась либо стопроцентного сбития воздушных целей, либо там 90% высокого уровня противодействия всем воздушным налетам. Поэтому Россия пытается в последнее время концентрировать удары на тех городах и поселках, которые не имеют еще пока такой сильной ПВО, и где у них процент попаданий может быть выше. Один из таких городов – это Одесса. Правда, здесь они тоже, не все у них идет так гладко. Процент сбивания воздушных целей в Одессе и в Одесском регионе тоже необычайно высок. Некоторые иностранные эксперты говорят о том, что он ненормально высок, что я расцениваю как комплимент в адрес украинских военных, которые защищают воздушное пространство вокруг Одессы. Но все же некоторое количество и дронов, и ракет противовоздушная оборона пропускает. Президент Зеленский недавно заявил о том, что в принципе всю, скажем так, защиту от авианалетов можно качественно изменить ситуацию вообще со всеми налетами по всей Украине, имея в своем распоряжении около десятка систем обороны по типу Patriot или его аналогов. И, в принципе, десяток таких систем может закрыть небо Украины качественно и надолго. Именно поэтому вопросы ПВО находятся в топе проблем, которые мы обсуждаем вместе с нашими союзниками и партнерами. И поэтому мы пытаемся, когда мы говорим о наших потребностях, мы говорим о необходимости получения дополнительных систем и дополнительных зарядов к ним. Что касается протестов, у нас сейчас протесты, я уже перехожу на другую тему, да, и там звучат очень часто претензии к тому к украинскому зерну. Вот. И это, к сожалению, не только в Молдове. Мы видим в Польше эти протесты также, да, направлены против украинских фермеров. Как вы это прокомментируете? И претензии вообще фермеров к тому, что украинское зерно дешевле, чем молдавское? Мне сложно комментировать протесты фермеров в Польше, потому что я являюсь послом в Молдове, в той стране, которая нам тоже большой партнер и великий друг. Что касается молдавских протестов, если мы будем смотреть внимательно на них, то последние несколько месяцев я не видел слова «Украина» среди плакатов, которые держали молдавские фермеры. Их протесты, главное требование касалось выплаты всевозможных компенсаций, финансовой помощи, льгот по банковским процентам, по банковским кредитам и так далее, и так далее, и так далее. Я не видел и не получал в свой адрес обращений, связанных с украинским зерном. Почему? Потому что по нашей статистике, насколько я мог заметить, насколько я мог видеть, украинское зерно в Молдову не экспортируется. Оно следует транзитом через территорию Молдовы. Причем маршрут этого транзита бывает разным, и нередко он является самый короткий маршрут, это в районе Джурджулешти, там, где нужно проследовать несколько километров территории Молдовы для того, чтобы попасть в Румынию. Но в любом случае мы очень серьезно работаем с правительством Молдовы по линии Министерств аграрного хозяйства, по линии Министерств транспорта, развития инфраструктуры, с тем, чтобы украинский экспорт разделить, украинский транзит разделить с молдавским экспортом, чтобы они между собой в идеале не пересекались со всеми или пересекались, но на очень, скажем так, коротких участках и на очень короткое время. Чтобы украинский экспорт никоим образом не препятствовал, украинский транзит, чтобы никоим образом не препятствовал молдавскому экспорту. Очень серьезный диалог у нас идет в этой связи по железной дороге. Мы пытаемся и всячески призываем украинских экспортеров использовать по максимуму возможности, которые предоставляет железная дорога и Украины, и Молдовы. И наша цель нарастить зерновой транзит используя железную дорогу.
Эта цель сохраняется, несмотря на то, что, скажем, работа портов Большой Одессы возобновлена? Работа в порту Большой Одессы возобновлена, экспорт зерна из Одессы, из портов Одессы выходит на довоенный уровень, это правда, поэтому привлекательность железнодорожного маршрута становится немножко ниже, потому что каждый трейдер, каждая компания считает свои издержки, а морской путь экспорта он дешевле и самый выгодный. Но при всем при этом на этом рынке существуют не только большие компании, которые могут использовать большие сухогрузы, существуют еще малые и средние компании, для которых там несколько вагонов является хорошей товарной партией для экспорта. То есть каждая услуга имеет своего покупателя. Да, безусловно. Еще один вопрос, связанный с обороноспособностью. Мы с вами говорили про защиту, воздушную защиту, да, противовоздушную защиту всей Украины, в том числе и Одессы, Одесского региона. Вот в Молдове пророссийские политики часто критикуют стремление властей Республики Молдова укрепить обороноспособность. Значит, что вы бы им ответили, да, учитывая то, что мы видим в Украине? Удивительным образом в Украине пророссийские политики Говорили лет то же 10 самое. назад, в период от 10 до 15 лет назад точно так же активно критиковали тех, кто говорил о необходимости развития вооруженных сил. Необычайно активно критиковали попытки выделять бюджетные ассигнования на развитие вооруженных сил, на закупки военной техники, на разработку перспективных вооружений и оборонных систем. И закончилось это тем, что в 2014 году, да, 2014 год, события 2014 года, украинская армия встретила не в самом лучшем состоянии. Почему-то о необходимости не вкладывать деньги в свою оборону говорят только политики, в Украине говорили только те политики, которые потом стали коллаборантами. Ну а оценку молдавским политикам должен давать молдавский народ на очередных выборах. Господин посол, Республика Молдова и Украина находятся в переговорном процессе, уже открыты переговоры Молдовы и Украины о вступлении в Европейский Союз. Как вы оцениваете этот процесс и каковы ожидания от этого процесса? Мы находимся в начале достаточно длительного пути. Нас ждет очень много работы. Нас ждут достаточно тяжелые переговоры. Если мы посмотрим на историю успеха других центральноевропейских и восточноевропейских стран, которые начали эти переговоры раньше нас и уже находятся в составе Европейского Союза, мы видим, что их переговоры длились много лет. И эти переговоры были необычайно прагматичными, и каждая сторона очень жестко отстаивала свой интерес. Я думаю, что и Украину, и Молдову ждет аналогичный процесс. Я думаю, что мы должны быть готовы, не только мы, но и наше общество, все социальные группы, должны быть готовы сделать осознанный выбор. Мы все должны понять, что евроинтеграция – это необычайное усилие всего общества, а не только властей. Мы должны понять, например, о том, что все общество должно делать свой взнос, а не только правительство или бизнесмены. Мы должны понять, что, например, если мы хотим иметь пенсии, как в Европе, то в течение всей нашей жизни мы должны платить налоги, как в Европе. Это очень серьезное изменение, в том числе и психологии каждого отдельно взятого человека. Жить по-европейски означает не только получать зарплату и пенсию по-европейски. Это означает работать по-европейски с должным уровнем качества. Это означает относиться к своей работе по-европейски.
Это означает платить налоги по-европейски. Это означает внедрение во все сферы нашей жизни европейские стандарты. От некоторых привычек придется отказаться, как свидетельствует опыт других стран. Ну, для Украины, например, будет очень сложно отказаться, и это будет в значительной мере зависеть от мастерства переговорной команды, например, производства домашних спиртных напитков в домашних условиях. В Молдове это тоже очень сильно развито. Это одна из национальных традиций, где каждый уважающий себя житель Молдовы должен каждую осень заложить в подвале энное количество бочонков. Ну да. Да, а иначе какой он хозяин? Ну да. И это будет вот сохранение подобных традиций максимально выгодных, на максимально выгодных условиях. И это и будет тот взнос, в том числе переговорной команды. Как мы сможем, с одной стороны, стать полноправным членом Европейского Союза, разделить ценности и стандарты жизни и работы в рамках Европейского Союза, но при этом сохранить наши национальные традиции, в том числе, например, в сфере экономики, в том числе, например, в сфере производства домашних спиртных или спиртосодержащих напитков. Нужно необычайно высокий уровень подготовки переговорной команды и готовность общества в случае необходимости чем-то жертвовать ради чего-то большего. Из этого посыла я так понимаю, что у нас нет другого выхода. Вы обращаетесь ко всем, да? Единственный выход — это запрыгнуть в этот поезд и добиться наиболее выгодных условий для наших стран. Абсолютно. Это мы хотим стать членом Европейского Союза, а не Европейский Союз хочет стать членом Молдовы или Украины. И если мы хотим быть там, значит, мы должны соответствовать ихним требованиям, а не наоборот. Мы можем немножко смягчить эти требования путем переговоров. Мы можем выработать наиболее мягкие условия адаптации наших экономик и наших обществ к этим переговорам. Мы можем получить большое количество денег на трансформацию нашей экономики, общества и всей страны, чтобы соответствовать этим требованиям. Кстати, мы не просто жертвуем, мы еще и будем получать очень серьезные деньги со стороны европейцев на то, чтобы подготовить нашу страну к работе в новых условиях. Ну и надеюсь, этот путь, наш совместный путь Украины и Молдовы будет, скажем так, спокойным и гладким, если можно так. Вряд ли он будет спокойным, вряд ли он будет гладким. Я думаю, что в нашем случае агрессия России очень сильно подняла ставки, и украинское, и молдавское общество будет готово быть гораздо более flexible, гибкими на переговоры с Европейским Союзом, потому что нам в спину дышит русский медведь. Но при всем при этом нас в конце этой пути ждет огромнейшая награда. В этом нет никаких сомнений. Членство в Европейском Союзе — это тот шанс, который выпадает один раз в поколении. Или один раз в несколько поколений. И нам главное его не потерять. Господин посол, я благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в эфир и ответили на наши вопросы. И спасибо большое Украине за то, что она делает для нас, защищая нас от российской агрессии. Спасибо вам за то, что вы продолжаете вести ваш проект. Желаем только успеха на этом пути. Спасибо большое, господин посол. До свидания.